ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье 9:00 УГТУ стартует второй день защиты дипломных проектов кафедры архитектуры. Главное новшество – разделение по направлениям. В этом году выпускаются последние специалисты-архитекторы и первые бакалавры. Уже со следующего года кафедра переходит полностью на бакалавриат. Это не только разное название, но еще и -1 год обучения, а также более прикладная направленность, проекты под конкретные нужды и заказы. Единственное, что осталось неизменным – требования к качеству знаний. Очень высокий спрос на концептуальные решения. Концептуальное – это значит идейность проекта на высоком уровне. К сожалению, людей, способных генерировать идеи, не очень много. Поэтому такой жесткий отбор идет и на саму специальность, и на выпуск в этом концептуальном, плане. Поэтому и установку, планку завышаем, ставим так высоко, чтобы можно было продемонстрировать готовность к этому концептуальному проектированию. В этом году на одной из самых сложных специальностей до финишной прямой дошли 18 человек. Среди проектов есть как традиционный, например, реконструкция Ухтинского парка культуры и отдыха. Свою версию нового облика этого объекта представляют едва ли не каждый год. Но есть и другие направления. Кто-то обратил внимание на реконструкцию учебного корпуса Л УГТУ или же поселкового храма. Да-да, будущий бакалавр кафедры Виктория Науменко взялась за предложение шудаякского батюшки разработать проект, чтобы в поселке появилось культовое сооружение. На первый взгляд итоговое здание получилось чем-то похожим на ЧУМ, но видимость обманчива. Когда я увидела это место, это маленькое место, на которое нас привели, показали, мыслей поначалу не было никаких. Потом была вообще долгая и кропотливая работа с материалом, с аналогичными объектами, с анализом аналогичных объектов. И потом, как начал рождаться этот образ, опять же, подчеркну, это не форма ЧУМа. ЧУМ назвали, скажем так, обыватели ЧУМ назвали. Это клетский храм, скатная кровля, опущенная до земли. В итоге Виктория получила оценку «отлично» и целый пакет критических замечаний. Если храм действительно отстроят, а жители Шудаяга полны решимости найти средства, то многое предстоит учесть. В целом же, после защиты один студент получил красный диплом с отличием. Это всего второй раз за 20 лет истории кафедры. Чуть менее высоких оценок удостоились и другие работы. Лучшие не улягутся на полке. Уже в октябре их планируется представить на конкурс в Новосибирске. А некоторые попадут и на мировую арену. Кафедра презентует часть дипломных проектов в Италии на ежегодном фестивале.